Здравствуйте, ребята! Начинаем наш урок. Тема нашего урока – прямое и косвенное дополнение. Речевая тема нашего урока – путешествуем по стране. Сегодня на уроке вы узнаете, какой член предложения называется дополнением и зачем они нужны в речи. Научитесь употреблять прямые и косвенные дополнения в речи и сможете рассказать о красивых местах, привлекающих туристов. Но прежде познакомимся с новыми словами. Впадина, бугор, рябь, блик, ручей. Давайте разберемся, что означают эти слова. Впадина – это небольшая долина между возвышенностями. Бугор – небольшое возвышение, холм. Рябь – мелкое волнение водной поверхности при слабом ветре. Блик – это светлое пятно на темном фоне. Ручей – небольшой водный поток. Познакомимся с опорными словами. Вода – чистая, прохладная, ледниковая. Место – неизведанное, интересное, красивое. Мы посетили озеро Иссык-Куль, Күмбөз-Манаса, Арслан-Баб. А сейчас предлагаю выполнить следующие задания. Задание первое. Какие синонимы у выделенных слов? Давайте проверим, какие синонимы вы подобрали. У вас еще, кроме того, были слова-помощники. Чистая вода, прозрачная вода. Лихой скакун, быстрый скакун. Яркое солнце, ослепительное солнце. Сильное желание, огромное желание. Бурная река, бурлящая река. Переходим к выполнению второго задания. Как образовать слова? Для этого вам дан образец. Например, очаровать, очарованный. Образуем слова по этому образцу. А теперь проверьте себя. Восхищаться – восхищенный. Впечатлить – впечатленный. Окружить – окруженный. Оплетать – оплетенный. Обсудить – обсужденный. Задание третье. Прочитайте предложение. На какой вопрос отвечают выделенные слова? Проверьте себя. Я отправил кому? Другу письмо с приглашением. Каждое место отличается своей чем? Неповторимостью. Блики воды отражали что? Белые облака и солнечный свет. Мы с кем? С друзьями отдыхали на озере Иссык-Куль. Ребята, как вы заметили, выделенные слова отвечают на вопросы косвенных падежей. Сегодня мы с вами познакомимся с таким членом предложения, как дополнение. Обратите внимание на экран. Дополнение – это второстепенный член предложения, который обозначает предмет, поясняет сказуемое или другой член предложения и отвечает на вопросы косвенных падежей. Например, вечером мы пошли к друзьям. Кому мы пошли? Мы пошли к друзьям.
В данном предложении к друзьям это дополнение. Давайте посмотрим, как выражается дополнение. Дополнение может выражаться именем существительным. Например, я пишу что? Письмо. В этом предложении письмо является дополнением. Дополнение может выражаться местоимением. По дороге мы встретили его. Кого мы встретили? Его. В данном предложении его – это дополнение. Может выражаться именем прилагательным, причастием в значении существительного. Например, нет возврата чему? Сделанному. В данном предложении сделанному является дополнением. Дополнение может выражаться инфинитивом. Например, генерал приказал уехать. В данном предложении «уехать» является дополнением. И дополнение может выражаться цельным словосочетанием. Например, отец думал о ком? О каждом из нас. В данном предложении «о каждом из нас» это цельное словосочетание, которое является дополнением. Дополнения бывают прямые и косвенные. Прямые дополнения – это дополнения, обозначающие объект, на который непосредственно направлено действие. Например, «Ель рукавом мне тропинку завесила». В этом предложении слово «тропинку» является дополнением. Косвенные дополнения – это дополнения, выраженные другими формами косвенных падежей без предлогов и с предлогами, в том числе винительным падежом с предлогом. Например, в этом утре уже было предчувствие длинного лета. В данном предложении слово «лето» является дополнением. Переходим к выполнению упражнений. Поставьте слова в скобках в правильном падеже. Определите вид дополнения. А теперь проверьте себя. Берега озера заросли чем? Барбарисом, кустарниками, деревьями. Это косвенное дополнение. Сухие стволы и ветки были похожи на кого? Отдыхающих гигантских змей. Это косвенное дополнение. В путешествии смысл жизни. Смысл чего? Жизни. Косвенное дополнение. Путешествие принесло массу эмоций. Косвенное дополнение. Я мысленно оглядываюсь назад и вспоминаю, что? Поездку по Кыргызстану. Это прямое дополнение. Сегодня мы будем говорить о путешествиях, а именно о путешествиях по Кыргызстану. В социальных сетях идет обсуждение туристов о том, какие места можно посетить в Кыргызстане. Давайте вместе посмотрим на картинки и отметим наиболее известные места нашей страны, которые привлекают туристов.
Переходим к выполнению следующего упражнения. Найдите в предложениях дополнения и определите их вид. Иссык-Куль славится своей невиданной красотой, кристальной прозрачностью воды. Славится чем? Красотой, прозрачностью воды. Это косвенное дополнение. Кумбёз Манаса представляет собой редкое сооружение из обожженного кирпича и глины. Представляет что? Сооружение. Прямое дополнение. Увидев Арслан-Боб, Александр Македонский был потрясен его красотой. Был потрясен чем? Красотой. Косвенное дополнение. Архитектурный памятник Бурана славится интересной историей. Славится чем? Историей. Это косвенное дополнение. Гора Сулайман-То знаменита самыми удивительными легендами. Знаменита чем? Легендами. Косвенное дополнение. Надеюсь, что вы правильно смогли определить виды дополнения. Ребята, в Кыргызстане много красивых и уникальных мест, которые привлекают туристов со всего мира. И одним из таких мест по праву считается ущелье Чунгурчак, которое славится своей красотой природы. Зимой здесь расположена горнолыжная база. Давайте прочитаем с вами текст, который посвящен удивительному месту Чунгурчаку. Мы проехали выше, и перед нами открылся вид на Чунгурчак. Тут и там из склона выбивались ручьи, окруженные небольшими рощами. Слева от дороги по впадине большое безлесое озеро. Лишь на его дальнем краю виднелась цепочка деревьев. Левее, через бугор, было еще одно озеро, почти полностью заросшее водяными растениями. Деревья на берегу озера оказались березами. Некоторые из них, засохшие, стояли среди воды, словно скелеты доисторических животных. На поверхности озера что-то плеснулось, и пошли круги. Видимо, в нем обитает рыба, подумал я. Вниз по ущелью виднелись еще 2 озерка. Всего в Чунгурчаке оказалось 6 разной величины озер. Каждое из них отличалось индивидуальностью и было по-своему красиво. Особенно поразило наше воображение небольшое заросшее озерко. Сквозь хрустально чистую воду длинные буро-коричневые волосы водорослей, оплетенные желто-зелеными змеями тины, создавали удивительную картину абстрактного цветного полотна. Мы, очарованные этим необычным зрелищем, тщетно пытались запечатлеть его на снимке, но техника была бессильна. На поверхности воды постоянно появлялись блики, отражая белые облака и солнечный свет. А внезапно налетевший ветерок взъерошил озерко мелкой рябью, скрыв от нас подводное великолепие. Ответьте на вопросы. Что привлекло внимание туристов? Внимание туристов привлекли ручьи, окруженные небольшими рощами, и озеро, заросшее водяными растениями. Чем отличались озера друг от друга? Каждая из них отличалась индивидуальностью и было по-своему красиво. Что особенно поразило воображение туристов? Особенно поразило наше воображение небольшое заросшее озерко.
Наш урок подошел к концу. Сегодня на уроке мы с вами говорили о том, какие члены предложения называются дополнением. Говорили о видах дополнения, прямом и косвенном дополнении. Кроме того, мы сегодня с вами говорили об интересных местах, которые привлекают туристов со всего мира. Мы читали с вами текст об ущелье Чунгурчак, которое привлекает туристов своей красотой. Запишите домашнее задание. Напишите сочинение о своем родном селе, городе, которое тоже может чем-то привлекать туристов. До свидания, ребята. До встречи в эфире.